Преподаватель факультета языков, истории и географии при университете Анкары доктор Аркин Амед рассказал о том, что Китай выдал ордер на его арест. Аркин Амед, который на протяжении многих лет занимал должность генерального секретаря Всемирного уйгурского конгресса, сделал следующее заявление. В конце 2016 года я потерял связь со своими родными. С того дня от них не поступало никаких новостей. В начале 2020 года я узнал, что 13 человек из числа моих родных и близких были отправлены в концлагерь. Месяц назад мне поступило обвинительное заключение из Кашгарского суда, в котором отмечалось, что мои братья Мамед, Омар, Анвар и сестра Ниса были арестованы на основании, что я являюсь членом террористической организации и что они связывались со мной с 2006 по 2016 год. Суд посчитал подарки, которые мне присылали мои родные, поддержкой терроризма. Однако в заключении не упоминается, членом какой террористической организации я являюсь. Моей сестре дали 14, а братьям по 11 лет тюремного заключения. Я надеюсь на поддержку Турции, так как я живу здесь более 25 лет. Я являюсь гражданином Турции и работаю в качестве академика. Китай знает, что я здесь, и я надеюсь, что турецкое правительство позаботится обо мне. В Турцию я прибыл в 1992 году, и все знают, какой я человек. Я написал письмо нашему президенту и попросил разобраться с Китаем по данному вопросу, ведь всем известно, что он является защитником угнетенных. Председатель информационного центра Восточного Туркестана Абдулджалил Каракаш, выступивший с заявлением по этому поводу, сказал, что правительство Си Цзиньпиня продолжает притеснять тюрков, пытающихся добиться справедливости и за рубежом, через аресты и заключение их родственников в тюрьмы и лагеря. Мы не должны молчать, видя угнетение и бесконечное насилие, которое совершает Китай. Напротив, мы должны бороться против китайского произвола как в уйгурском регионе, так и за его пределами, через единство слова, средств и мнений, подчеркнул Каракаш. В последние дни международные СМИ освещали вопрос ареста Мардана Гафара из Восточного Туркестана. Видео, опубликованное Марданом, в котором он запечатлен в камере со скованными руками, стало очередным неопровержимым доказательством давления китайского правительства на уйгуров. Недавно Министерство иностранных дел Китая сделало заявление по этому поводу, отвергнув обвинения, несмотря на живых свидетелей и видеоматериалы. Согласно информации BBC от 18 августа, китайские чиновники из правительства Восточного Туркестана заявили, что такие меры были приняты в соответствии со статьей 73 Закона о тюрьмах из-за того, что Мардан Гафар не раз причинял себе вред. Однако его дядя Абдулхаким Гафар опроверг заявление китайских властей. Мардан постоянно находился в городе Фошен из-за своей работы. Если то, что подразумевают китайские власти, правда, тогда почему он находится не в Фошене, а в Кучаре? Почему его доставили туда и заключили в тюрьму? Дядя Мардана Гафара заявил, что утверждения Китая, который пытается скрыть свои преступления, не обоснованы. Соединенные Штаты и Европейский Союз подписали в пятницу соглашение о пакете мер по снижению пошлин, которое расширит доступ к экспортным рынкам США и Евросоюза на сотни миллионов долларов. Снижение тарифов коснется американских лобстеров, европейской посуды и ряда других товаров. Об этом сообщили торговый комиссар Европейского Союза Фил Хоган и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер. Это первое снижение пошлин, согласованное между США и Евросоюзом за более чем 2 десятилетия. Как говорится в тексте заявления, Евросоюз отменит пошлины на импорт живых и замороженных лобстеров из США, начиная с 1 августа 2020 года. Эти пошлины отменяются на 5 лет. Соединенные Штаты снизят на 50% свои пошлины на продукты, импортируемые из Евросоюза, включая определенные кулинарные полуфабрикаты, некоторые виды хрустальной посуды и зажигалки для сигарет. Турция открыла крупнейшее в своей истории месторождение природного газа в Черном море. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган. По словам главы государства, Турция обнаружила в зоне Туна-1 крупнейшее месторождение природного газа объемом в 320 миллиардов кубометров. Тестовые работы завершены. Данные со скважины указывают на высокую вероятность обнаружения в том же регионе новых месторождений газа. То есть резервы, обнаруженные в первой скважине, могут быть только частью богатых ресурсов, сказал глава государства. По словам Эрдогана, на первом этапе начнется крепление скважин, а далее будет определена концепция добычи и последуют строительные и монтажные работы. Фактически пользоваться источником начнем, как только начнут выкачивать газ. Нашей целью является передать черноморский газ в пользование народа к 2023 году, подчеркнул Эрдоган. В китайской провинции Сычуань внезапно обрушился центральный участок одной из дорог. В яму, образовавшуюся в результате обвала перед торговым центром на улице Цуйбай в Ибине, провалилось более 20 автомобилей.
Информации о раненых и погибших не поступало. Согласно новостям государственных СМИ Китая, общая площадь обрушившегося участка составила 500 квадратных метров. Власти сообщили, что по факту инцидента ведется расследование.